Доброго воскресного вечера. На телеканале «Быстрое время» подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Реставраторы на коне в одном седле с Салаватом Юлаевым. Специалисты по восстановлению памятников. Главная достопримечательность города находится в удручающем состоянии. Памятник находится в крайне плачевном состоянии, но проблема возникла не год, и не два, и даже не 5 лет назад. Мэрия оштрафована, к работам приступили. Что ждет визитную карточку города, расскажет Артур Шамсудинов. Если заезжий гость не побывал возле памятника, он, можно сказать, и не был в Уфе. Молитвы на свежем воздухе, дистанция 1,5 метра, жертвоприношение онлайн, пандемия внесла в празднование Курбан-Байрама свои коррективы. Избавление всего человечества от напасти этой беды, пандемии коронавируса, и да примет Всевышний Творец. Но несмотря на ограничения, мусульмане смогли провести праздник по всем канонам. Каждая мечеть заготовила около 100 барашков. Погоня с перестрелкой, пьяных водителей сотрудникам ГИБДД приходится брать с боем. Из-за 2 рюмок точно ничего не будет, это 100%. Нетрезвое состояние и опасное вождение одни оправдывали местью врагам, другие пытались прикрыться детьми. Не надо говорить сейчас о детях там. Надо было до этого подумать, прежде чем садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Без купания в фонтанах и разбитых бутылок десантники против стереотипов. ВДВшники – это те, кто пьяные в фонтане прыгают. Мы десантники. 90 лет крылатой пехоте. Голубые береты сегодня проехались по Уфимским улицам. На неделе возле главной уфимской достопримечательности появились ограждения. Доступ к памятнику Салавату Юлаеву перекрыли рабочие, оккупировавшие постамент. Проверили его на наличие трещин и коррозию. Кто бы мог подумать, что достояние республики нуждается в реставрации. Впрочем, чему тут удивляться? Скульптура установлена еще в 1967 году. И, судя по всему, смотрели на нее разве что туристы, а вот городские власти не доглядели. Сейчас эксперты готовятся к проектным и ремонтным работам. О том, что именно предстоит сделать, а также историю создания, расскажет Артур Шамсудинов. Олег, все, давайте все собирайте вещи, спускайте аккуратно. Тот редкий случай, когда на памятнике сразу несколько всадников. На коне в прямом и переносном смысле эксперты-реставраторы. С эндоскопами и микрометрами специалисты исследуют скульптуру не только лошади, но и самого Салавата Юлаева на наличие трещин и других повреждений. Первые результаты есть, которые будут внесены в отчет, и на базе этого отчета будет делаться проект реставрации. Технология производства работ уже будет определяться проектом. Что будет делать? Конечно, вот это покрытие будет сниматься до металла, а потом наноситься специальное защитное покрытие антикоррозионное. Поводом для беспокойства стал возраст. 53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но для своих лет скульптура была уж в очень плохом состоянии, говорят эксперты из Башкультнаследия. Эту позицию занял и Верховный суд, который оштрафовал уфимскую администрацию на 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание монумента. Памятник находится в крайне плачевном состоянии, но проблема возникла не год, и не два, и даже не 5 лет назад. Эрозия самого памятника и, так сказать, проблемы с основанием, которые подмывают грунтовые воды, и источник которых тоже предстоит установить, вызывает опасения с точки зрения сохранности памятника. Поэтому принято было решение о его срочной реставрации, восстановлении. Вопрос находится на контроле в Приволжском федеральном округе. Оно и неудивительно, ведь памятник Салавату Юлаеву – объект культурного наследия общероссийского значения, поставленный под госохрану. Ну а для республики это прежде всего визитная карточка, включенная в число 7 чудес Башкортостана. Если заезжий гость не побывал возле памятника, он, можно сказать, и не был в Уфе. Это излюбленное место паломничества для туристов, ну а для новобрачных уже стало традицией в день свадьбы возложить к подножию цветы. Ну и чем не повод сделать фотографию на фоне самой крупной конной статуи в России. Тем более, что она стала своеобразным маяком, который видно, если и не со всех концов города, то, по крайней мере, с южной его части, которую теперь украшает очередная достопримечательность – новая Уфимская набережная. Образ красуется и на гербе республики, хотя изначально чиновники такой вариант забраковали. Мол, по законам геральдики нельзя изображать реально существовавшего человека. Из всех вариантов герба мы выбрали вот эти с белым волком, с крылатым конем, с изображением Салавата Юлаева. И Верховный Совет утвердил последний вариант, это выполненный уфимцем Фазлиддином Ислаховым. А ведь памятника могло и не быть. Уж очень долго его автору пришлось согласовывать свой проект. От идеи до установки 25 лет. Увековечил память башкирскому герою осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев.
Замысел пришел в 40-х годах во время эвакуации в село Стерлибашево, куда мужчина был направлен с рядом других архитекторов. И однажды отец, проходя мимо призывного пункта, увидел группу призывников и что-то страшно говорящего пожилого башкира. Старик говорит: чтобы победить эту собаку Гитлера, нужен Батыр Салават. И повторил это несколько раз. Отец заинтересовался, кто же такой Салават. До этого он про него ничего не знал. Ему объяснили, что это народный герой Башкирии. Участник Пугачевского восстания в народе значился как борец за справедливость и защитник угнетенных. И если до 20 века прославлявшие Салавата Юлаева подвергались гонениям и наказаниям, то в годы советской власти наоборот. Советская власть, она поощряла имидж различных героев прошлого, которые боролись с царским режимом за лучшую жизнь разных народов, а Салават Юлаев всегда декларировал, что он борется за жизнь хорошую для всех народов нашего края. И вот, соответственно, советская власть в 60-е годы этот сюжет начала очень активно, скажем так, отрабатывать. Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн у него всего 3 опорные точки. И, конечно, с годами такие конструкционные особенности накладывают свой отпечаток в вопросе сохранности. К реставрационным работам приступят после тщательного анализа. Специалистам придется привести в порядок не только внешний вид, но и позаботиться о здоровье внутреннего основания. Артур Шамсудинов, Азамат Мухаммедшин и Ильнур Имагулов. Итоги недели. Уфа. Многодетные семьи смогут получить выплату вместо земельного участка. Компенсация составляет 250 тысяч рублей. Глава Башкортостана подчеркнул, что деньги могут быть использованы только на улучшение жилищных условий. Каждая семья вправе выбирать между участком и компенсацией. Сейчас в Башкортостане на очереди на получение земли стоят 16 тысяч семей, воспитывающих более 3 детей или ребенка-инвалида младше 18 лет. Выплата средств должна начаться с сентября в пилотном режиме. Там огромная территория, выделенная для многодетных семей, и там в центре стоит 1 или 2 дома, а дома стоят, территории пустые. Они не осваиваются, раз, и плюс многие многодетные семьи просто не в состоянии потом продолжать стройку. Получив участок, даже с коммуникациями, они все равно не в состоянии строить. Поэтому мы подумали, что это будет такая помощь. Но еще раз подчеркиваю, это альтернатива. У 35 человек за последние сутки был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в Башкортостане диагноз ковид подтвердился у 6815 человек. Из них выздоровевших 5200 пациентов. Тем временем на этой неделе запретили проезд в автобусах без маски. Башавтотранс перестал обслуживать пассажиров без средств индивидуальной защиты. Еще одно решение, которое было принято касаемо прилетающих с курортов в Уфимский аэропорт. Они будут в обязательном порядке сдавать тест на COVID-19. А что касается госрегистрации первой вакцины от коронавируса, то она должна состояться в августе. Обо всем подробнее расскажет Руслан Батыргареев. Диабет и еще ряд сопутствующих заболеваний. Инвалид 3-й группы Сазида Нефикова уже долгое время не выходит из дома. Но добровольную самоизоляцию на этой неделе пришлось прервать. Пенсионерку пригласили на плановую вакцинацию от пневмококка. Сказали, сможете прийти. Я и пришла. Возраст такой, кто не боится. Я уже в возрасте, не молодая. Пневмококки являются одним из основных возбудителей менингита, синусита и внебольничной пневмонии, всплеск которой фиксируют врачи. В этом году закупку вакцин от этой инфекции увеличили в 5 раз. Прежде прививки делали в основном детям, теперь в плановом порядке процедуру проводят людям старше 60, у которых есть хронические заболевания. Пневмония бывает у вирусной и бактериальной этиологии. Данная вакцина не дает гарантии, что вы не заболеете коронавирусом, но снижает риск развития именно осложнений пневмококковой пневмонии. То есть, если у человека и разовьется пневмония на фоне коронавируса, то, по крайней мере, к ней не присоединится еще и бактериальная пневмококковая. Что касается вакцины от COVID-19, она должна пройти госрегистрацию в августе, и уже в сентябре планируется запустить ее в производство. Просим вас находиться в автобусе в маске и в перчатках. А пока людям остается быть бдительными и соблюдать все меры безопасности. Так, на этой неделе Башавтотранс перестал обслуживать пассажиров без средств индивидуальной защиты. На предприятии отметили, что кондуктор обилетит пассажира только после того, как удостоверится, что у него есть маска. В противном случае человека попросят покинуть салон. Если он откажется, то автобус не тронется. Понравилось новшество не всем.
Изначально такие ситуации были конфликтные, мы сталкивались с этим. Вот. Я понимаю, что это кондуктор женщина у нас, и на плечи кондуктора ложатся такие конфликтные ситуации. Но опять же, люди с пониманием. Кто-то выходил, кто-то уже через несколько там уговоров или еще каким-то. Надо сказать, знаете что? Что сами пассажиры, уже находясь в салоне, они просят данного пассажира покинуть салон. А вот кинотеатры в Башкортостане при благоприятной эпидемиологической обстановке могут открыться 15 августа. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра культуры республики. Сейчас в республике ждут открытия 47 кинотеатров и кинокомплексов со 133 залами. Посмотреть фильмы можно будет только при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Также осенью в республиканском Минкультуры надеются открыть концертные залы. Речь идет о театрах и филармониях. Хочу сказать, что мы готовы, как только будет открыт сезон, как только к этому созреют все необходимые условия и позволит ситуация, мы откроем и остальные учреждения культуры. Жители республики, прилетевшие с курортов, в обязательном порядке будут сдавать тест на COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкортостане. Связано это с тем, что в ряде городов и районов Юга России остаются очаги инфекции. У нас, по последним данным Роспотребнадзора, есть прибывающие из курортных городов, прибывающие в республику, и самостоятельно сдающие анализы, в результате которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Некоторые из них были госпитализированы. Особое внимание будут уделять тем, кто прилетел с курортов Краснодарского края и Крыма. В оперативном штабе советуют воздержаться в этом году от поездок на море, так как там риск распространения коронавирусной инфекции выше в разы. Руслан Батыргареев, Артур Шамсуддинов, Азат Мухамедшин. Итоги недели. Зверское убийство произошло на границе Башкортостана и Челябинской области. На этой неделе мужчина на глазах собственных детей истерзал ножом свою супругу. Семья ехала из Белокатайского района в Сатку. Обвиняемый сейчас находится в СИЗО. С малышами работают психологи. Мы рекомендуем убрать от экранов детей, беременных женщин и впечатлительных людей. То, что вы увидите, может шокировать. Репортаж Радмира Азнабаева. Закадровый плач – это 4-летняя Ева и 2-годовалая Катя. На глазах шокированных детей их отец расправляется с их же матерью. Это видео снял случайный очевидец. На кадрах видно, что разъяренный мужчина готов напасть и на него. Обошлось. Он ходит, еще добивает ее. Ссора между Александром и погибшей Оксаной произошла в салоне авто на почве ревности. Мужчина пытался выхватить у возлюбленной телефон, чтобы посмотреть ее переписки, на что получил отказ. Тогда, по одной из версий, злоумышленник достал канцелярский нож и нанес несколько ударов супруге. Их детям тем временем находились на заднем сидении. Известно, что семья жила в Новобелокатае, там они снимали квартиру. Семья жила в этом доме недавно. Отсюда они направили в соседнюю Сатку, чтобы подлечить детям зубы в частной стоматологической клинике. Судя по всему, они хотели вернуться в этот же день, ведь окна оставили открытыми. Видимо, хотели проветрить квартиру на время отъезда. Только никто и не мог подумать, что эта семейная поездка может оказаться последней. Когда весть о кровавой расправе дошла до матери душегуба, ее ударил инсульт. Пенсионерку увезли в реанимацию. Из близких у Александра только она и родная сестра, которая, кстати, не поддерживает брата. С ее слов, на мужчину уже заводили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» на первую жену, которой все-таки повезло уйти от тирана, ведь за время брака он ее постоянно избивал и даже тушил об нее окурки. Причина та же – ревность. Уже после Александр встретил Оксану, и, к сожалению, история повторилась. Я полностью на стороне Оксаны и ее родителей и детей. Я не знаю, в дальнейшем мне, конечно, придется. Исследователь говорил, что необходимо будет какие-то документы оформлять и все остальное. Но я не защищаю его и не оправдываю абсолютно. Александр не раз признавался бывшей супруге, пускал клевету об изменах ради того, чтобы не осуждали его поступки. Кстати, некоторые соседи отзываются о душегубе как о тихом и уравновешенном мужчине. Для них произошедшее стало шоком. Мы не ожидали такого. Он такой скромный, ничего не скандальный. Человек адекватный, спокойный, всегда с детьми, к маме всегда приезжал, помогал. Однако в соседней квартире о напряженной жизни супругов знали, но молчали. Специально или нет, не ясно. Во всяком случае, уже поздно. Крики и ругань были слышны в основном по ночам. Днем редко, ночью опять.
В основном ночью, да, ругались? Они там кричат постоянно, но друг друга дерутся. Тут вот как-то слышал, что дети все орали в основном. Ну, видимо, они ругаются между собой, и дети, видимо, орут. Драться он, видимо, дрался. Первая жена от него ушла из-за этого с ребенком. А это вот, видно, вторая была уже. Оксана и Александр зарабатывали на жизнь детскими праздниками. Пара работала аниматорами. Тетя погибшей рассказывает, что ни она, ни кто-то другой из их родственников не знал о тирании Александра. Ведь за 5 лет брака женщина на него не жаловалась ни разу. Но она никому не рассказывала, никому не жаловалась. Даже маме не жаловалась. Вот. Только мама увидела однажды, что она в синяках. Александр сейчас в СИЗО. На избрании меры пресечения он продолжал твердить, что супруга якобы ему призналась в изменах, путаясь в своих же словах. Между тем, Оксану вчера похоронили. Их дети находятся пока у бабушки. С девочками работают психологи. Экспертам еще предстоит выяснить душевное состояние подозреваемого, ведь со слов родственников мужчина мог страдать психическими расстройствами. Убийца матери своих же детей грозит пожизненный срок. Радмир Азнабаев, Булат Садреев, Виктор Меренков и Артур Галеев. Итоги недели. В Уфе пьяный водитель снес 6 автомобилей во дворе жилого дома. В качестве оправдания за свой поступок он заявил, что мстил врагам. Впрочем, достоверность его слов поставили под сомнение прибывшие полицейские, которые установили, что в крови нарушителя почти в 6 раз было превышено допустимое количество алкоголя, почти 0,9 промилле, что эквивалентно примерно одной выпитой бутылки водки. Горе-водитель повредил припаркованные машины в обоих рядах, но наибольший урон получил «Лексус». Его ремонт, по всей видимости, обойдется владельцу дорого. У остальных машин повреждения не столь значительные. Взыскивать ущерб владельцам, вероятно, придется через суд. Вижу, что собирается народ и что машина пострадавшая. Я вышла. Я думала сначала, что-то отлетело в мою машину, поэтому, собственно говоря, вышла посмотреть просто. Оказывается, вот меня даже зацепили. Пыталась сказать ему пару слов, поняла, что бесполезно. Извинений никаких водитель не принес. Он вообще, мне кажется, немножко в прострации, не понимает, что произошло. Лихачом за рулем БМВ оказался водитель с почти 25-летним стажем. В базе ГИБДД нарушений за ним нет. Мужчине на месте выписали штраф в размере 1500 рублей. А за вождение в пьяном виде его, скорее всего, лишат водительского удостоверения. Мы ехали по траектории прямо, зацепили 1, 2, 3, 4, 5, 6 автомобилей и каким-то чудом покалечили Lexus. Все. Ну а как, вы специально, что ли, это сделали? Ну да, наверное. Мстил врагам. Ну, если суд решит, придется платить за эти автомобили много, то да. У вас хватит денег? Постараюсь найти. Чем вы занимаетесь? Не знаю, вот так машины паркую. А в Еремикеевском районе полицейским пришлось открыть огонь во время преследования автомобиля. Инцидент произошел у села Князевка. Сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗовскую «семерку», но водитель проигнорировал требования. Началась погоня. Водитель пытался скрыться, создавая аварийную ситуацию. Один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух и 5 выстрелов по колесам автомобиля. С пробитым колесом машина была остановлена возле села Сукулово. За рулем был 27-летний местный житель. Ранее, лишенный прав за нетрезвую езду, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. В выходные в Башкортостане прошли рейды ГИБДД по профилактике дорожно-транспортных происшествий. За минувшие сутки задержаны 93 нетрезвых водителя. Теперь им всем предстоит выплатить по 30 000 рублей штрафа. А вот тем, кто сел за руль повторно, грозит не только лишение прав, но и свободы. Усиленное патрулирование инспекторы ГИБДД вели близ зон отдыха Кандрыкуля и Аслыкуля. В рейд вышел и главный госавтоинспектор республики. Подробности у Альбины Хайрульной. Давайте следственную оперативную группу вызывать. Вызвали сюда? А почему управляете транспортом? Сидите. Ну ничего страшного. Правила хорошего тона не забыл, а вот то, что изрядно выпил, а прав лишен, вероятно, запамятовал. Горький опыт не учит. 2 года назад за пьянство за рулем мужчина отделался с солидным штрафом. Теперь за повторное нарушение грозит уже лишение свободы. И тут водитель внезапно вспоминает: дома ждут дети, его нужно простить и отпустить. А что вы до этого-то не думали о детях? Вы зачем до этого не думали о своих детях? Я никуда не собирался. Не надо говорить сейчас о детях там. Надо было до этого подумать, прежде чем садиться за руль в состоянии алкогольного-опьянения. Я все понимаю. Тем более вас лишали уже. Я не спорю даже грамм. Я даже не спорю грамм, что там. Просто вот машина, я вытекал.
Этот белый внедорожник отправляется на штрафстоянку по той же причине. Водитель не трезв. На алкотестере почти 0,8 промилле. Это как минимум полбутылки крепкого напитка. Но у задержанного своя философия. Якобы выпитые всего лишь 2 рюмки водки не повод для наказания. Да и инспекторов он готов угостить. 2 рюмки могу показать, вон осталось остатки. Если что, забирайте. Из-за 2 рюмок точно ничего не будет, это 100%. В полуночном маршруте Туймазы, Октябрьский, Давлеканово, Белебей. По многочисленным жалобам населения особый контроль на дорогах близ водоемов, где летом царит повышенный градус. Как показывает статистика, особенно в летний период учащаются дорожно-транспортные происшествия при управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Данные мероприятия мы проводим на регулярной основе с максимальным охватом всех участников дорожного движения, дабы исключить дорожно-транспортные происшествия. Только за 6 месяцев этого года на дорогах республики произошло 150 нетрезвых ДТП, в которых погибли 18 человек, а это чьи-то родители и дети. Альбина Хайруллина, Марсель Бекташев, новости, Уфа, Белебеевский, Туймазинский район. Маленькой Полине из Белорецка скоро исполнится 2 годика. И это как раз тот случай, когда день рождения – самый грустный праздник в году. У малышки редкий и смертельный диагноз – спинально-мышечная атрофия. Раньше эта болезнь считалась неизлечимой, но сейчас у ребенка есть шанс. Ведь недавно появился препарат, способный победить этот недуг. Правда, с каждым восходом солнца времени у девочки остается все меньше. Если не сделать укол в течение нескольких месяцев, шанс выжить у малышки почти не останется. В поддержку Полины в Уфе прошел масштабный автопробег с целью помочь родителям сохранить жизнь единственной и долгожданной дочери. Громкое гудение автомобилей, словно истошные крики о помощи. Автопробег в Уфе организовали, чтобы спасти жизнь ребенка. Маленькая Полина, смайлик, такое милое на первый взгляд слово, таит в себе поистине страшное значение. У девочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Это генетическое заболевание приводит к медленной и мучительной смерти ребенка. Я боюсь не спасти ребенка. Это самое страшное в нашей жизни. Это все, конечно, происходит эмоционально, когда я отвечаю на эти вопросы, потому что у меня ребенок первый, очень-очень долгожданный. Изначально была просто проблема у нас, что врачи мне говорили, что я никогда не стану мамой. 5 лет Разиля боролась с диагнозом бесплодия, куча денег, нервов, и вот, наконец, словно подарок Всевышнего прозвучали долгожданные слова «У вас будет девочка». Малышка росла на радость родителям, не по годам умная и энергичная. Ее первая улыбка стала для матери и отца лучиком солнца, но со временем активности и самостоятельности стало меньше. Сейчас ребенок не может сидеть без помощи родителей. Времени осталось очень мало. Ребенок слабеет, конечно же, с каждым днем. Теряются навыки, уже мы практически не сидим без опоры. С каждым днем слабеем. Родители стали искать выход из сложной ситуации. Вот только цена жизни настолько долгожданной малышки непосильна для семьи Елсуковых. Но родители не опускают руки. Недавно мы узнали о том, что у Полины спинальная мышечная атрофия 1-2 типа. Открыли сбор на самый дорогой препарат в мире Золгенсма. И я считаю, что мы этот сбор закроем. Только нам, конечно, нужна помощь неравнодушных людей. В организованном автопробеге приняли участие свыше 30 автомобилей. Родные, друзья и даже незнакомые люди. Все они не прошли мимо и попытались привлечь внимание жителей нашей республики. Ведь каждый брошенный взгляд на яркие плакаты с надписью «Полина, живи», каждый перечисленный рубль – это шанс. Шанс на жизнь такого маленького и ни в чем не повинного ребенка. Благое дело – спасти чью-то жизнь. Хотелось бы этим автопробегом показать, что это все можно, это все легко. И это просто спасет чью-то жизнь. Всеми силами всех прошу откликнуться, помочь, кто чем может. Болезнь прогрессирует. Сначала у малышей перестают двигаться ножки, потом ручки, перестает двигаться голова и не слушается тело. Они не могут есть и глотать, а после медленно перестают дышать. Но шанс есть. Для излечения Полине необходим самый дорогой препарат в мире, который не зарегистрирован в России и продается только в США. Золгенсма. Его стоимость 160 миллионов рублей. Одна инъекция исправляет ген, излечивает раз и навсегда.
В нашей стране есть прецеденты, когда эту сумму всем миром собирали для малышей со спинально-мышечной атрофией. Есть надежда и сейчас, хоть цифра и звучит фантастически. Каждый из нас способен сотворить маленькое чудо и не пройти мимо, ведь дороже жизни маленького долгожданного ребенка ничего не может быть. Эмиль Тимашев, Айгуль Хатыпова, Азат Мухаммеджин и Игорь Иванов. Итоги недели. Традиционный праздник по новым правилам. В этом году в мечетях, как полагается, прошли молитвы, но после намаза угощений не было, не положено по санитарным нормам. Еще одно нововведение нынешнего праздника – обязательное наличие средств индивидуальной защиты. Подробности у Лилии Курбановой. Кроме тюбетеек для мужчин и обязательных платков для женщин, в этом году еще один элемент, без которого на территорию мечети не пускали. Маска медицинская или многоразовая. Маску, перчатки, руки обрабатываем. Вот так вот. Что ж сделаешь? Жизнь. К всему надо приспосабливаться в жизни. В этом ничего такого страшного, я думаю, нет. Проповедь Верховный муфтий России Талгат Таджудин провел в мечети Ляля-Тюльпан. Трансляция богослужения в интернете и на башкирском спутниковом телевидении. В этот святый день и добрый час мы просим всемилостивого и милосердного Господа нашего Аллаха Субхану ва Тааля о мире и процветании великой Родины нашей России и всего мира. По санитарным нормам вход в храмы ограничили. В молельном зале мечети Ляля-Тюльпан не больше 100 человек. Во дворе могут разместиться несколько сотен верующих. Для них специально накануне сделали разметку. Коврик можно постелить, например, вот здесь. Между такими белыми точками расстояние примерно 1,5 метра. На площади перед мечетью много гостей столицы. Мухаммед Аль-Таиб и Ахмед Аль-Забеди в Башкортостан приехали из Йемена. В прошлом году поступили в Уфимский университет. Из-за пандемии уехать домой после первого курса не смогли. Мы очень рады, что у вас такие мероприятия. И мы хотим сказать, что мы чувствуем как дома. Объединяет религия. Мусульмане всего мира живут по правилам, которые прописаны в Коране. Могут различаться традиции, культура и еще одежда. Так, например, если в Башкортостане мужчины носят тюбетейки, то в странах Юго-Западной Азии главным убором обычно служит чалма. Как традиции у нас. Это мы на родине, мы, как обычно, очень много так носим этот чал. Рисунок должен быть здесь, видно, не там. Перед молитвой есть не принято. Обычно сразу после намаза людей угощали пловом, но в этом году из-за пандемии не было массового приготовления еды. Покорное животное для мусульман как олицетворение верности Богу. Один из важнейших ритуалов Курбан-Байрама – жертвоприношение. Как гласит предание, пророк Ибрагим попросил Аллаха о рождении наследника и пообещал, что принесет его в жертву Всевышнему. Когда мальчик родился, Бог решил проверить преданность пророка Ибрагима. Тот повиновался. В последний момент Аллах отменил повеление. Таким образом, проповедник доказал свои намерения. Их доказывают сегодня все верующие, принося в жертву животное. Считается, что заклание барана проходит ради верности Богу, а не ради мяса. Тем более человек оставляет себе лишь часть. От семьи совершается жертвоприношение. Раздается 1/3 мяса нуждающимся, 1/3 родственникам и 1/3 остается себе. Для ритуального убоя животных в Курбан-Байрам в Башкортостане оборудованы 45 крупных площадок, еще 18 в частных подсобных хозяйствах под контролем Россельхознадзора. В Уфе традиционно в Зинино и у Северного автовокзала. В этом году стоимость одной овцы 8400 рублей. В столице республики с организаторами стали 4 мечети. Каждая мечеть заготовила около 100 барашков. По сравнению с предыдущим годом у нас здесь в этом году 400, в том году было около 600. Но связано, конечно, с эпидемиологической ситуацией. Нововведение этого года – жертвоприношение можно сделать онлайн, но это исключение только для тех, у кого нет возможности присутствовать при заклании, например, из-за проблем со здоровьем. Ритуалы верующие стараются провести в первый день Курбан-Байрама. Он считается самым важным. Но празднование все еще не закончилось. Оно продлится до вечера 3 августа. И как никогда в этом году актуальны правила. На главный праздник мусульмане идут с чистыми мыслями и телом. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Ильдар Насреддинов. Итоги недели. И смотрите сразу после итогового выпуска новостей. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной, Башкирский Акрополь. Прогуляться по средневековой крепости, увидеть драгоценности времен Александра Македонского или заглянуть в гигантскую пещеру с подземным озером – все это не где-нибудь, а прямо под Уфой.
Зимой пещера очень красивая, сказка, немножко Нарнии, можно сказать. Село Ахлебинино. Здесь история 2500 лет в одном флаконе. Слоеный пирог из разных культур. Вот это сама башня этой самой средневековой крепости. Это коренные зубы медведя, которые носились в виде бус. Уникальное место, которое буквально напичкано объектами культурного наследия, памятниками природы, истории и архитектуры. Вот это вот уровень, где сохранилась историческая кладка. Вот выше это все уже новодел. На взрывной волне башкирского туризма малоизвестный, но удивительный объект, своеобразный музей под открытым небом. Покажем в специальном репортаже. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. Отдыхающие на пляже Благовещенске стали свидетелями необычной картины. Мужчина на снегоходе решил пересечь Белую. Оказалось, что он поспорил на 200 тысяч рублей, что сможет преодолеть на своем зимнем транспорте реку туда и обратно. На противоположный берег участник пари добрался без проблем. А вот на обратном пути удача его подвела, и снегоход ушел под воду. В этой истории никто не пострадал. В центре Уфы возле одного из ночных заведений произошла перестрелка. Местом инцидента стал перекресток улиц Чернышевского и Мустая Карима. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один мужчина догоняет второго и стреляет несколько раз практически в упор. В результате пострадавший был госпитализирован. Как пояснили в МВД, причиной послужил личный конфликт. Его участники уже были допрошены. Ведется разбирательство. На полигоне в Иглинском районе сдетонировал снаряд. Пострадали 4 человека. Лишь чудом никто не погиб. По предварительным данным, все пострадавшие сотрудники подрядной организации, нанятой военными. Их доставили в ожоговый центр и в 13-ю городскую больницу. Одного из мужчин после оказания помощи в тот же день отпустили домой. По одной из версий, от смерти утилизаторов спасло то, что снаряд разорвался внутри ковша трактора. Реконструкция Уфимского подземного перехода в районе монумента Дружбы завершена. Теперь переход открыт и соединяет набережную реки Белой с садом Салавата Юлаева. В самой подземке часть облицовки выполнена гранитом, а подпорные стены спроектированы в едином стиле с входной группой. Подземный переход оборудован 13 видеокамерами, осветительными приборами и подъемной платформой для маломобильных граждан. В Бирске накрыли нарколабораторию по производству синтетики. С поличным задержаны 2 местных жителя, 34 и 26 лет. В ходе личного досмотра у них обнаружено 15 упаковок с мефедроном. По предварительным данным, мужчины изготавливали запрещенные вещества и распространяли посредством закладок на территории города Уфы. Как установили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики, свою незаконную деятельность подозреваемые начали несколько месяцев назад. Возбуждено уголовное дело. В Уфе стартовали бесплатные пешие экскурсии. Требование к участникам лишь одно – наличие маски. Экскурсии проходят в историческом центре города по вечерам дважды в неделю. Каждый сможет узнать историю гостиного двора, здание театра оперы и балета, легенду о 7 девушках, в честь которых построен рядом фонтан. Кроме того, экскурсоводы расскажут о творческом пути Рудольфа Нуриева и Федора Шаляпина. Сегодня отмечается 90-я годовщина со дня образования воздушно-десантных войск. История крылатой пехоты берет свое начало в конце 1920-х. Ежегодно 2 августа синева беретов и тельняшек растекается по улицам городов России. В этом году даже коронавирус не помешал провести традиционные празднования, пусть даже и в усеченном варианте. Как в условиях пандемии десантники отмечают свой праздник, расскажет наш корреспондент Айгуль Хатыпова. Минута молчания, фуражки, прижатые к груди. День воздушно-десантных войск – это еще и грустный праздник. Сегодня все, кто имеет отношение к ВДВ, пришли отдать честь солдатам, павшим в боях. Пандемия внесла свои коррективы в празднование. Группы не более 40 человек, дистанция в колонии и масочный режим. Но даже несмотря на эти правила, количество людей, приехавших почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу, впечатляло. Казалось, что эти маленькие организованные группы не закончатся никогда. Это возможность встретиться с друзьями, встретиться с учениками, которых готовили, отправляли в воздушно-десантные войска. Еще раз показать, что это не только та категория людей, которые купаются в фонтанах, но и те парни, которые вспоминают погибших товарищей, вспоминают службу в воздушно-десантных войсках и всегда гордятся этим.
Здесь же, у памятника, за активную общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, за помощь и участие в организации Дня ВДВ несколько человек были награждены орденом генерала армии Маргелова. Эта медаль считается высшей наградой Союза десантников России. Был очень удивлен, то есть приятно, что ребята отметили, написали представление. Я каждый год участвую уже после армии, на протяжении многих лет в этой организации. Также награждают за патриотическое воспитание молодежи, за участие в лагерях различных. То есть мы очень большую работу с молодежью проводим, и за это уже Союз десантников отмечает и награждает. В этом году из-за пандемии специальные мероприятия в честь празднования 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск перенесли, но не отменили. Они состоятся позже. Сегодня же колонна автомобилей проехалась по главным улицам столицы во главе с БРДМ-1. Сейчас воздушно-десантные войска Российской Федерации считаются элитой армии. А на вопрос «Каков ваш девиз?» все десантники отвечают «Никто, кроме нас». Айгуль Хатыпова, Артур Ханов и Мунир Вильданов. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.